Усть-Нера – небольшой поселок городского типа, районный центр Аймяконского района. Свое рождение отмечают с 1937 года. За прошедшие несколько лет численность его жителей заметно уменьшилась по сравнению с 80-ми годами. Но поселок живет, строится новое жилье взамен отслужившего свой срок, рождаются дети, работают школы, магазины, спортивные комплексы. Среди жителей много неравнодушных людей, болеющих душой за родной поселок, желающих видеть его светлым, уютным и чистым. Я в поселке приехала в 2017 году, приехала работать после колледжа. Уже 6 лет живу в поселке. Как вам нравится поселок? Благоустройство, все остальное вот это? По благоустройству, мы очень отдаленно живем, да, можно сказать, с центра Республики Саха. Думаю, более-менее. Прям таких, что плохо, у меня таких нету. Мне очень сильно нравится, когда наступает лето, очень много зелени, очень красивая у нас природа. Хотелось бы, чтобы дети, взрослые, все участвовали в субботниках, чтобы у нас было чисто, никто свои фантики и так далее не разбрасывал, все, чтобы за собой ухаживали, за собой следили, чтобы было чисто у нас в поселке. Хорошо, что у нас уже с весны субботники и так далее, да, чисто более-менее. Но все равно каждый ребенок, каждый взрослый человек должен поставить себе цель, что человек не должен мусорить. У нас очень много заброшек. Но сейчас уже идут работы, что у нас там чистят, где заброшенные дома, их чистят, там осыпают все. Работа все равно идет. В Усть-Нере 2 средние школы. В летнее время ученики работают волонтерами, следят за чистотой на детских площадках и общедоступных местах. В этом году с удовольствием приняли идею озеленения. С ранней весны посеяли семена цветов для уличных клумб. Это наш проект про цветы. Это придумала наша учительница Мира Деруковна. И мы хотим вместе с ней озеленить наш поселок, чтобы он стал еще красивее в несколько раз. Семена нам давали администрация и школа. Почву нам тоже выдавала администрация и школа. Рассаду мы выращивали все сами. И теперь высаживаете, да? Да. А поливать потом летом кто будет? Все мы. В марте месяце в администрацию поселка обратились школьники 4 класса, представили нам свой проект озеленения поселка, мы его поддержали. Спасибо нашим спонсорам, которые нам предоставили лодку, нашли, землю привезли, дети принесли рассаду. Мы рады, что в Усть-Нере есть такие инициативные школьники, которые хотят, чтобы поселок их стал намного краше. Ребята очень старались, и им понравилась идея создания клумбы. А учащиеся Усть-Нерской гимназии высаживают цветы на своей территории уже не первый год. Сегодня у нас работают зеленые пионеры, это ученики 7 А класса в основном. Но и на помощь пришли ученики 6 Б класса и 7 Б класса. Рассаду выращивают, начиная с февраля месяца. Ребята ухаживают частично на уроках технологии, на уроках биологии, внеурочные. В каникулы, сейчас июнь месяц, это площадка летняя. Дети на площадке помогают, ухаживают. А потом уже работники гимназии. Учащиеся высадили цветы у своих школ, у Дома культуры, на площади Победы и у некоторых административных зданий. Глядя на них, воодушевились и некоторые взрослые.
Надо сказать, что объявленный в апреле администрацией поселка двухмесячник саночистки нашел отклик в душах уснерцев. Жители многих многоквартирных домов навели порядок в своих дворах, убрали контейнеры, отсыпали территорию, высадили цветы. С 8-го года мы живем на Андрианова, 11, и буквально на следующий год мы сделали вот такой зеленый палисадничек. Очень приятно, когда люди, проходя мимо, говорят слова благодарности. И было бы классно, если бы возле каждого дома можно было разбить такой палисадник, высадить цветы. Я, конечно, наблюдаю, что по поселку сейчас много, везде садят цветы, наводят порядки. Вот буквально каждый выходной возле каждого дома идут субботники. Мы неделю назад тоже нашими домами по улице Андрианова, 7, 9, 11, навели порядки, вычистили все под домами, вытащили весь мусор, который складировался буквально годами. Вычистили помойку, засыпали дворы общими усилиями жильцов. Ведь это же намного приятнее смотреть, когда во дворе чисто, красиво и не мотыляется мусор из стороны в сторону от ветра, а цветут цветы, зеленеют деревья. И хотелось бы обратиться ко всем жителям поселка. Давайте наш поселок приведем в порядок, ведь красота спасет мир. Давайте учить своих детей чистоте, что не надо кидать мусор с окон, не надо бросать мусор мимо баков. У нас будет намного чище и приятнее жить в нашем поселке, ведь мы все люди и всем хочется чистоты и красоты. Ведется работа и по контролю за санитарным состоянием территорий, закрепленных за индивидуальными предпринимателями. Следует отметить, что многие предприниматели уже не один год содержат прилегающую территорию в порядке, высаживают деревья и цветы. Вот эти наши березки, которые стоят возле магазина, мы посадили их, как только начали строить и открывать магазин. Это было в 2005 году. С этого года, с 2005 года мы каждый год подсаживаем эти березки, садим цветы, каждое утро поливаем, каждое утро подметаем, чтобы было чисто не только возле магазина, а на той территории, по которой ходят у нас покупатели, жители нашего поселка. Мне хочется обратиться к нашим покупателям, нашим жителям поселка. Хоть один кто-то посадил бы возле каждого дома одну березку или подметал. Наш бы поселок был бы чистый, уютный, красивый. Эта улица не очень оживленная, и здесь задумано обустроить небольшой сквер. Уже поставили лавочки, забетонировали дорожки, установили столбы для освещения. Был опрос людей, и все довольно согласились, чтобы здесь был большой, но функциональный сквер, потому что здесь находится садик 36-й, зал дзюдо, гимназия. Здесь будет у нас как аллейка, деревья расти, футбольная, баскетбольная площадка, детская площадка, каток будет. И надеемся, что будут все возраста здесь отдыхать, гулять. Ну и хотелось бы, чтобы дальше тоже помощь шла от спонсора, потому что работа очень большая, денег очень много надо. Конечно, в одного это не потянуть, потому что одна площадка, которая стоит 5 миллионов. Поэтому пишем письма, привлекаем спонсоров, чтобы они помогали облагородить все здесь, чтобы было красиво и хоть какой-то у нас был территория, которая была для людей удобна, для всех возрастов. А на въезде в райцентр устанавливают новую стелу. Старую демонтировали. За короткое северное лето нужно многое успеть. В
планах администрации поселка и снос аварийных домов, и обустройство территорий, и асфальтирование одной из улиц. В муниципальном образовании поселок Куснера на 2023 год утверждена программа по благоустройству поселка. В нее вошли строительство сквера геологу, мы хотим в этом году воплотить этот план, снос ветхих домов, озеленение поселка, строительство новых спортивных площадок по улице Цареградского, микрорайон Нерский. В прошлом году были закуплены, в этом году мы установим детскую площадку в микрорайоне, и на Цареградского будет и детская, и спортивная площадка. Жители этих домов приходили со своим предложением по озеленению на территории, которые мы поддержали. В этом году прошла благотворительная акция от предпринимателей, которые предоставили землю для озеленения поселка. В школы, в музей, в детские сады был завезен грунт. Также запланировано у нас строительство открытого рынка. Благодаря уснерским предпринимателям и администрации поселка Уснера уже выбрана земля. Прошло межевание земель, закуплены строительные материалы, и в июле месяце начнется строительство открытого рынка. Большую помощь оказывают предприниматели поселка, золотодобывающие предприятия. В рамках двухмесячника, который был объявлен 24 апреля, проводятся такие мероприятия, как вывоз крупногабаритного мусора, металла. Население очень активно принимает в этом году участие, засыпают свои дворы, благоустраивают, красят, обновляют скамейки, заборы, ограждения, ставят новые клумбы. И нас это очень сильно радует, что население принимает активное участие в жизни поселка. Понятно, что ряд мероприятий по благоустройству, к примеру, вывоз снесенных аварийных домов и другого крупногабаритного мусора, требует немалых затрат. Но, думается, при грамотном планировании и привлечении техники сторонних организаций с проблемой можно справиться. Не сразу, но можно.